С новым наступившим днем вас, дорогие наши зрители! 25 марта, понедельник, и это «Утро Якутии». Сегодня с вами мы, Дарья Анкехова и Павел Танин. Ну и, как всегда, это «Утро понедельника» мы начинаем вместе. Конечно, за прошедшие выходные мы все с вами испытали непростые дни. Вся страна переживала то, что произошло в Подмосковье, в Крокус-Сити-Холл. Минувшим днем по всей стране был объявлен день траура. Люди повсеместно несли цветы и почтили память погибших при теракте. По уточненным данным, в Крокус-Сити-Холле пострадало 182 человека, погибли 137 человек. И хотя спасательная операция на месте теракта завершена, поисковая еще продолжается. Между тем, слова сочувствия пострадавшим, родным и близким погибших в эти дни направили не только руководители страны, но и обычные россияне, в том числе якутяне. Сегодня как никогда нужно быть вместе, поддерживать друг друга добрым словом и поступками. И таких поступков, к слову, в эти дни было достаточно много. Сотни человек в Москве сдавали кровь в больницах для пострадавших. Таксисты бесплатно возили родственников. Авиакомпании предложили бесплатные билеты на перелеты пострадавшим и их родственникам. Даже российские банки выступили с инициативой о регулировании и списании задолженностей по различным банковским продуктам, что действительно люди помогают друг другу в таких тяжелых ситуациях, и это хорошо. Посольства многих стран приспустили накануне национальные флаги в знак солидарности с россиянами, а небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае подсветили цветами российского триколора в память о жертвах теракта. Конечно, сегодня мы все испытываем небольшое чувство тревоги, боли, сострадания. И, конечно, эта ситуация не может не отразиться в сердцах каждого жителя нашей республики. Ну и как раз-таки бороться с этим чувством стресса, страха, мы поговорим сегодня с нашим гостем, который чуть позже появится в нашей студии. Узнаем, собственно, как жизнь продолжается и как найти в себе силы жить дальше, что называется. Об этом, действительно поговорим позже. Но прямо сейчас традиционно наше утро начнем с информации о том, что происходит у нас за окном. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 30 градусов. В заречной группе 19-31 градус ниже 0. В южных 11-22 со знаком минус. В Вилюйской группе до минус 20, в Нижеленских 16-20 ниже 0. В западных 7-17 градусов со знаком минус. В Колыма-Нигирской группе улусов минус 17, минус 28. В Янских районах до 37 градусов мороза. На северо-западе 22-41 ниже 0. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра находится на отметке минус 28 градусов. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Штиль. Сегодня днем небольшой снег. Ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Порывы ветра ожидаются до 12 метров в секунду. Температура воздуха минус 5, минус 7 градусов. Мы вернемся немножко к событиям минувших выходных. У стен Крокус-Сити-Холла прошла минута молчания в память о жертвах теракта. Звуки метронома сменила трансляция песни «Журавли» в исполнении Муслима Магомаева. В тот же момент по фасаду концертного зала пролетели белые журавли. Об этом передает корреспондент ТАСС. Ну а сейчас давайте узнаем, какие же новости произошли на территории нашей республики и за ее пределами. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Дети – герои нашего времени. Обычный школьник, который подрабатывал в гардеробе Крокус-Сити-Холла, вывел из здания больше 100 человек во время теракта. Он рассказал, что просто делал свою работу. Со слов 15-летнего героя Ислама Халилова, всем администраторам проводили инструктаж на случай ЧП, и все, что он делал, четко следовал инструкции. Заметив, что толпа побежала в тупик, подросток взял все в свои руки и начал руководить эвакуацией. Он смог провести людей из узкого прохода на территорию Экспо, а дальше через служебное помещение на улицу в безопасность. В свободное время парень подрабатывает в гардеробе и играет в футбол за детскую сборную «Спартака».
Сбер и Российский Красный Крест открыли сбор средств для пострадавших и семей погибших во время теракта в Крокус-Сити-Холл. Первое пожертвование на счет было внесено банком. Перевести любую сумму на благотворительный счет можно через приложение Сбербанк онлайн или через банкоматы, терминалы, а также в офисах банка. Все переводы без комиссии. Со вчерашнего дня, то есть 23 марта, Российский Красный Крест объявил сбор пожертвований для пострадавших, их семьям и семьям погибших при теракте в Крокус-Сити в городе Москва. Любой неравнодушный человек может пожертвовать на официальном сайте Российского Красного Креста либо по расчетному счету, либо прямо из приложения онлайн Сбер, либо на терминале, либо в офисе. Все деньги, которые будут собраны во время этого сбора, будут направлены на адресную помощь пострадавшим, их семьям и семьям погибших. А также сейчас Российский Красный Крест проводит психологическую поддержку круглосуточную всем, кто в ней нуждается. Мегафон, Билайн, МТС и Теле2 сделали бесплатными звонки на горячую линию в Москве и Московской области. Яндекс.Такси обнулил стоимость поездок для пассажиров из района, где был совершен теракт. Авиакомпания S7 Airlines заявила, что близкие и родственники пострадавших смогут за счет компании прибыть в Москву или улететь из города. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить личности каждого из участвовавших в спасении людей во время теракта для вопроса о награждении. Ранее, 23 марта, Бастрыкин поручил представить к ведомственной награде мужчину, который обезвредил одного из террористов в Крокус-Сити-Холле. Коллектив Государственной филармонии Якутии имени Кривошапка переносит концерт струнного ансамбля «Арка Артика» в связи с трагедией в Подмосковье. Билеты будут действительны. Информация о дате концерта, месте и времени будет сообщена дополнительно. Желающие вернуть или заменить билет на другой концерт могут обратиться в кассу филармонии. Коллектив выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в теракте в комплексе Крокус-Сити-Холл. Американский поставщик программного обеспечения Autodesk запретил российским компаниям пользоваться ее продуктами. Клиенты Autodesk не должны разрешать ни одной из российских авторизованных дочерних компаний или третьим лицам, которые базируются в России или являются российскими юрлицами, использовать наши продукты и услуги, сказано в документе. Как сообщается, компания обосновала такое решение запретами, который накладывает 12-й пакет свежих санкций Евросоюза против России. В стране побит квартальный рекорд по продажам смартфонов с 2018 года. В январе-марте этого года было реализовано свыше 7 миллионов таких гаджетов. В деньгах рынок достиг 186 миллиардов рублей, что также новое достижение. По итогам года ожидается покорение новой планки в 36 миллионов девайсов, прогнозируют эксперты. Одна из причин такой динамики, по их словам, снижение стоимости аппаратов из-за параллельного импорта и усилившейся конкуренции продавцов. Ну а помимо мировых событий, мировых проблем нас волнуют обычные, ежедневные, бытовые. Банк обратился в суд за просрочку уплаты кредита, например, да? Или жена подала на раздел имущества. Кредиторы решили судиться по долгам или другая неприятная ситуация. Что делать, куда бежать или если на вас, например, подали в суд. Если на вас подали в суд, советы юриста вам помогут по первым действиям, расскажут, что делать и, собственно, как с этой ситуацией справляться. Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о том, что делать в ситуациях, когда на вас подано исковое заявление в суд, какими правами вы обладаете и какие последствия это может повлечь. Итак, законом за каждым гражданином закреплено право на обращение в суд с иском. А значит, каждый из нас может стать ответчиком в суде. В случае подачи на вас искового заявления вы узнаете об этом из судебного извещения о дате рассмотрения иска, копия которого должна быть направлена вам почтовой связью или вручена истцом иным способом. Если же вы не располагаете исковым заявлением и не знаете, о чем в нем идет речь и какие требования вам предъявлены, то следует как можно скорее обратиться в соответствующий суд с заявлением об ознакомлении с иском и приложением к нему. После того, как вам станет известна суть искового требования, вам следует подготовить письменное, мотивированное возражение. В нем необходимо отразить ваши контраргументы, которые полностью или в части исключают удовлетворение иска.
При этом Гражданский процессуальный кодекс России возлагает на каждую из сторон обязанность представлять письменные и иные доказательства в обосновании своей позиции. В случае, если из требований или поиск каких-либо доказательств вызывает определенные затруднения ввиду наличия персональных данных или иной конфиденциальной информации, то по вашему заявлению суд может оказать вам содействие в собирании таких доказательств путем направления соответствующего запроса. Справедливости ради следует отметить, что вы не обязательно должны возражать относительно иска. Законом также дано право на его признание и право на заключение мирового соглашения. Рассмотрение гражданских споров согласно Гражданскому процессуальному кодексу России по общему правилу производится в течение 2 месяцев и состоит из обязательной подготовительной части к судебному заседанию и рассмотрения дела по существу. Рассмотрение спора завершается вынесением судебного решения об отказе в иске либо об его удовлетворении. В случае, если судом удовлетворяются материальные требования, то решение может повлечь за собой возбуждение исполнительного производства. Но это уже немного другая история, о которой мы с вами поговорим в следующем выпуске. На этом пока все. Старайтесь решать споры мирным путем. До свидания. Новости последних дней, конечно, заставляют переживать всех нас. Чувство тревоги не покидает некоторых долгое время после случившегося. Как справляться с этим и где можно искать опору? Поговорить об этом мы решили с гостем студии, психотерапевтом Алтаной Алексеевой. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот действительно такие события, которые произошли, да, минувшие выходные, ну, каждый человек все-таки по-разному к ним эмоционально даже относится. Кто-то так все-таки более стоически, да, кто-то тревожится и так далее. Вот как пережить для тех, кто сильно близко воспринимает такие события, как такие трагедии вообще можно пережить, когда вот кажется, что мир вообще рухнул, больше прежним не будет? Да. Если кажется, что мир рухнул, прежним не будет, то, наверное, все-таки необходимо больше, скажем так, концентрироваться на простой и обыденной реальности, которая есть у нас у всех. Прежде всего, это какой-то быт, вот те обычные бытовые дела, которые мы можем все абсолютно делать. Если прям вот сильно зашкаливает тревога, то, конечно, рекомендуется заняться физической активностью. Лучше совершать прогулки, либо, заняться уборкой, особенно для женщин это актуально. Многие женщины, я знаю, что так делают, заменяют собственную тревогу уборкой, а мужчины могут пойти, что-то физически. Если есть возможность там как-то поработать, может, снег потаскать или дрова поколоть, то это будет замечательно. То есть, как бы такой, можно сказать, в этом плане выигрыши люди, живущие в частных домах. Или в деревне, да. Ну а как мы, находясь далеко от эпицентра событий, да, можем передать свои чувства сострадания, да, возможно, боли, единения, да, и вообще, как их правильно нужно выражать? Я думаю, прежде всего нужно заботиться о себе и своих близких, о своей семье. Я думаю, что в настоящих реалиях это будет самое эффективное, наиболее полезное для себя. Вот что вы можете сделать, сходить куда-нибудь, где вам будет хорошо. Хотя кажется, что вот всем случилась трагедия, и нужно как-то, сопереживать, сочувствовать и мучить себя. Да, но, к сожалению, это не приводит ни к чему хорошему. Поэтому самое важное сейчас начать заботиться о себе, сделать что-то для себя хорошее, максимально вернуться в реальность и сделать хорошо своим близким. Это важно. Ну вот еще такой вопрос. В принципе, мы поговорили про людей, да, кто там очень так эмоционально, чувствительно это все воспринимает. Есть также люди, подверженные, в принципе, сами по себе каким-то депрессивным состояниям и так далее. Вот как на них подобные события влияют? Ой, вы знаете, а это бывает очень по-разному, смотря от человека. Есть пациенты, наши пациенты с депрессивным поведением, состоянием, и они могут быть совершенно оторваны от реальности, и все, что происходит вовне, может совершенно человека не коснуться. Так тоже может быть. А может, конечно, что станет хуже. А бывает иногда, что люди думают, что не только мне так плохо. То есть по-разному бывает, и вот однозначно ответить нельзя. А насколько важно в такие моменты сохранять так называемую цифровую гигиену? Я вообще бы рекомендовала особенно тревожным людям вот прям совершенно перестать это делать. Отложить смартфоны в сторону. Отложить, да. И что самое интересное происходит, да, тревога заставляет человека прям погрузиться в эти новости, и она будет только нарастать. И тогда может нарушиться все, и сон, и так далее, да. И что самое еще, скажем так, разжигает еще больше панику, тогда, когда люди начинают пересылать эти сообщения
угрожающего характера. Случилось вот это, было вот то, такие-то были люди. И желательно бы, да, вот прям переключить свое внимание на что-то более созидательное. То есть при этом, как бы, ну, возможно, из каких-то благих намерений они, пересылая все это, действуют, но по большей части создается вот дополнительная волна, Да. влияющая уже Да. на других. А как вообще человек может, насколько долго может переживать вот последствия таких событий, даже если лично его это не касается? Ну да, и как можно понять, допустим, по себе, да, что вот что-то со мной уже не то, но уже ситуация прошла, а я до сих пор вот нахожусь в этом состоянии. Но это вот так называемая травма свидетеля. И последствия могут быть иногда очень отдаленные, даже до полугода. Ну, это есть такая терминология, да, наверное, знаете, посттравматическое стрессовое расстройство. Человек, ПТСР. да, и человек будет замечать за собой несвойственное ему поведение прежде всего. Если раньше, допустим, он, пройдя мимо, допустим, какой-то ситуации, просто пожал бы плечами и сказал, ну и ладно, да, то сейчас эта ситуация будет просто выбивать из колеи. Это будет большой эмоциональный какой-то выброс, но все-таки человек надо критически будет оценивать и понимать, что что-то со мной не то. Ну, то есть и в этом случае лучше обратиться к специалистам, правильно? Да, наши специалисты работают, у нас есть телефон доверия, мы работаем круглосуточно, и у нас на Федора Попова работает психотерапевтический центр, куда может обратиться абсолютно любой человек. Не обязательно там иметь какой-то диагноз или расстройство. Вот мы очень хорошо обсудили, на самом деле, да, вот ситуацию с людьми, которые достаточно там близко к сердцу все такое воспринимают. А вот, допустим, обратная сторона, люди, которые, ну да, понимают, случилось такое, но в принципе изначально такие, ну там, да, это случилось, я ничего с этим поделать не могу, я живу дальше. Это тоже нормальная реакция или какой-то, может быть, все-таки человек должен как-то попереживать? Все-таки где-то истина, наверное, посередине. Когда уж совсем нет эмоционального отклика на трагедию, которая случилась во всей стране, но это тоже, наверное, как-то не совсем здорово, да, потому что мы же живем в социуме, и человек без социума. Когда человек совсем никак не реагирует и говорит, ну это меня совсем не касается, пусть происходит все, что происходит, да, но нельзя сказать, что этот человек совсем адекватен. Говорят, что в последнее время участилось обращение к психологам, да, к психиатрам. Да. На своей практике вы наблюдаете вот эту динамику? Да, я считаю, что я все-таки на самом деле этому очень рада, потому что психопрофилактика, она работает. Люди начали следить за ментальным здоровьем. Это очень важно. А еще это говорит о том, что все-таки качество жизни у нас повысилось. И какие-то базовые потребности все-таки закрыты. Потому что если бы они не были закрыты, навряд ли бы люди уделяли внимание ментальному здоровью. Ну, вообще, что, завершая нашу беседу, посоветуете телезрителям нашим, ну, вот в эти непростые дни? Я советую заботиться о себе, заботиться о своих близких, как-то погрузиться, наверное, больше во что-то созидательное и проводить время больше на свежем воздухе. Сейчас вот прям погода позволяет, слава богу, еще пока. Так, анализируя все беседы за свою жизнь, свежий воздух вообще всему голова. Всегда поможет справиться со стрессом в том числе. Алтан, спасибо вам большое за эту беседу. Мы продолжаем, как раз вот возвращаясь к разговору о том, что физической нагрузкой, да, можно как-то себя из стресса выводить, легче переживать. Один из способов этой физической нагрузкой заняться — это, утренняя зарядка. Утренняя зарядка. Давайте вместе ее сделаем. Доброе утро! Сегодня мы с вами проведем комплекс упражнений на проработку мышц брюшного пресса. Для тренировки нам понадобятся гантели, либо бутылочка с водой. Первое упражнение направлено на проработку зоны талии. Отстраиваем корпус. Колено мягко для того, чтобы снять осевую нагрузку с поясничного отдела. Руку заводим за голову. Плечевой пояс раскрыт. У нас будет наклон вниз и возвращаемся в исходную точку. Вниз и возвращаемся в исходную точку. Обратите внимание, в этом упражнении мы следим за спиной. Спинка у нас не прогибается, не уходит в округлость. Одна прямая линия от макушки. Начинаем. Повторяем упражнение 12 раз. В одну сторону. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1. И через круглую спину у нас смена стороны. Также 12 повторов в другую сторону. 10, 9, 8, 7, 6. В нижней точке выдох, выдох. 3, 2, 1. Закончили. Далее мы переходим с вами на коврик. Следующее упражнение – скручивание. Также на проработку зоны талии. Есть два варианта выполнения этого упражнения. Первый вариант с подъемом ног, удержание корпуса. Второй вариант, более упрощенный. Опускаем ножки вниз и продолжаем также скручиваться влево и вправо. Рекомендовано делать сразу усложненную версию. Если будет трудно, всегда можно перейти к облегченному варианту. Начинаем. Также мы делаем 12 повторов. А в упражнениях на мышцы брюшного пресса важно дыхание. На каждое скручивание выдох, выдох, выдох. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Закончили. Далее мы переходим с вами полностью на спину. Для того, чтобы правильно уйти, нам нужно обхватить себя за колено, округлить спину и перекатом, позвонок за позвонком, уходить вниз. Это правильное положение ухода в нижнюю точку для того, чтобы не повредить поясничный отдел и позвоночник. Расстановка ног, ширина коврика, либо ширина плеч. У нас будет с вами подъем и подкручивание к пяточкам. Мы будем делать также 12 повторов. Задача в этом упражнении – поднять себя выше лопаток и подкрутиться к пяткам. Также делаем 12 повторов. 5, 4, 3, 2, 1. Закончили. После комплекса прижимаем бедра к животу. Это наш отдых. На этом у меня все. До новых встреч. Занимайтесь спортом. На календаре 25 марта. Давайте узнаем, чем же запомнился этот день в истории. На календаре 25 марта. Праздник весны и ярких красок Холи. По народному календарю Феофанов день. На Руси в этот день с утра выходили на улицу встречать весну. Считалось, что к Феофану полностью сходит снежный покров и оттаивает почва. Этот день в истории. В 421 году в этот день основана Венеция. В 1306 году в древней шотландской столице Скуне на престол взошел Роберт Брюс. В 1532 году, 25 марта, в Риме опубликована «История Флоренции» Никколо Макиавелли. 1872 год, 25 марта, считается днем рождения почтовой открытки в России. В 1997 году у берегов Эквадора обнаружен легендарный морской клад. В этот день родились Андроник II Палеолог, византийский император, Василий III, русский царь, великий князь Владимирский и московский всея Руси, Каролина Бонапарт, младшая сестра Наполеона Бонапарта, Алексей фон Явленский, русский художник-экспрессионист, Игорь Горобарь, русский художник-искусствовед, Мария Пахоменко, советская российская эстрадная певица. Именины сегодня отмечают Александр, Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Семен и Сергей. А между тем у школьников начались весенние каникулы. Многие из них отправятся в эти дни в поездки в центральные города России, кто-то в экспедиции, экскурсии по родному краю. И мы задались вопросом, насколько у нас развит детский туризм. Можем ли мы, родители, без опаски отправлять своих детей в групповые туры, что при этом должно соблюдаться и кто этим вообще уполномочен заниматься. И вот гость нашего эфира, методист отдела туризма Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне» Петр Акимов. Петр Семенович, доброе утро. Доброе утро. Ну, давайте для начала все-таки объясним, что же такое детский туризм, да, и вообще, что входит в это понятие, и насколько он развит в нашей республике. Ну, доброе утро еще раз. Всем зрителям мила. Детский туризм – это, если так посмотреть по-юридически, это организованная группа детей, которая посещает те или иные объекты или же в природной среде.
Ну, здесь имеется несколько направлений. Раньше это было, в основном, все понимают, большинство зрителей понимают, как спортивный туризм. Это прохождение маршрута за определенные дни там, и так далее, да, какие-то препятствия. На самом деле детский туризм как такой зародился как средство воспитания, средством природы. То есть, когда люди поняли, что оторвались от природы сильно, то, естественно, решили детей вернуть туда, для того, чтобы именно в этой среде дети поняли, что такое социализация, когда малая группа вынуждена или, скажем так, добровольно работает во благо всей группы. Каждый старается делать все, что надо. И поэтому там были экскурсии, то есть экскурсии, да, они были кратковременно в течение одного дня. Также были экскурсии несколько дней, это туры. То есть там конкретно объекты есть. Ты точно знаешь, что ты увидишь. Есть путешествия, когда ты знаешь только начальное стартовое место и финиш. И по пути ты уже узнаешь, что по пути, оказывается, есть. Это называется путешествие. То есть идешь по пути и видишь то, что тебе попадется. Ну и как такой спортивный туризм, об этом я уже сказал. А вообще, в целом, кто должен детским туризмом заниматься? Ну, в плане организации, естественно. Какие требования, может быть, выставляются для организации? Какие должны соблюдаться? Ну, детский туризм, в основном сейчас у нас идет через систему Министерства образования, то есть все подведомственные ведомственные учреждения, это у нас школы в основном, да, центры дополнительного образования, вот. Они должны создавать сами тоже приказом, создавать группу, вести это все в план мероприятий, директор школы должен это все проследить. Например, в чем здесь есть какие-то проблемы? Все думают, что организовать маршрут, выход в поле, поход выходного дня и так далее, это очень сложно, там много проблем, это требований. Нет, никаких больших таких проблем. До 70 километров детей могут вести любые педагоги. То есть любой взрослый человек, на который, как это выберет, который утвердят приказом, может организовать, стать руководителем группы и повести в поход до 70 километров. Да, это 2-3 дня буквально. Пошли, отдохнули, вернулись. В этом нет никакой карамолы, никакого, как это, правовое поле вы не нарушаете, ничего такого нет. Но многие до сих пор боятся, что это нужно быть специально подготовленный человек и так далее. Но нет. Вот если пойдет речь о спортивном походе, вот там, да, есть ограничения, есть требования к руководителю и так далее. То есть пеший поход, он вот до 70 километров может просто с классным руководителем пойти, да? Да, спокойно можешь сказать, давайте в эти выходные сходим, например, в Табагинский мыс или Кангаласский мыс. Вот, например, если в отношении Якутска, то, пожалуйста, это нет ничего сложного. Петр, ну сегодня ведь очень много есть различных объявлений, да, о поездках, о турах, те же, к примеру, Ленские столбы, да, летом это выезд на берег реки, да. Что мы, как родители, должны в первую очередь иметь в виду, чтобы быть спокойными за безопасность детей? Да, сейчас глава нам поставила задачу об расширении сети детских маршрутов, именно познавательных, образовательных, да, вот. В этом плане, конечно, школа сама полностью не справится. Сами понимаете, большая загруженность и так далее. Ну, многие педагоги в возрасте, они не могут в силу физических причин просто участвовать и быть руководителями. Они будут вынуждены обратиться к турфирмам, туроператорам. Так вот, какое требование? Туроператор должен заключить соглашение с директором, то есть с собирательным учреждением, и на основании этого соглашения уже заключает договор конкретно с тем, кто поведет группу, то есть классный руководитель или, может быть, родители из родкома. То есть именно договор является финансовым документом, который оплачивает. То есть не директор, он даже, грубо говоря, знать не будет, какой класс пойдет. Ну, конечно, будет знать, просто организует учитель сам. А у туроператора есть соглашение с данной школой. Так вот, первое, на что хотел бы обратить внимание родителей, это вы должны знать, что это за туроператор, легальный, нелегальный. Потому что есть федеральный закон 132, пункт 4.1, по-моему, статья 4.1. Там четко указано, что туроператор не имеет права, не имеет права проводить внутренний, въездной и так далее туризм человека или юридическое лицо, точнее говоря, да, который не вошел в реестр, единый федеральный реестр туроператоров.
На сегодняшний день на сайте туризма, который как раз вот этот реестр сделает, идет техническая работа, но некоторые сайты показывают от 6 до 10 туроператоров в Якутии. Вот всего-навсего 10 максимум. То есть необходимо проверить, входят ли они в этот Да. реестр. в первую Потому очередь. что понятно, что когда я отдаю человеку компетентному, который зарегистрирован, который имеет право организовать, я более-менее спокоен. А когда просто, скажем так, заходит человек Вася с улицы, то, естественно, возникают проблемы, если вдруг что случится. Вот мы знаем, что скоро в Якутске будет проходить семинар на тему как раз-таки детского туризма. Как будет проходить вообще, кто в нем сможет принять участие, всем ли вход открыт, или все-таки предполагается, что будут участвовать люди, которые непосредственно с детским туризмом связаны? Да, вот именно как раз вот этот семинар мы хотим организовать для именно педагогов дополнительного образования. И также для руководителей школьных музеев, потому что именно в школьных музеях мы видим потенциал для развития экскурсионного туризма, да, и туров как таковых, то есть посещение объектов, потому что стоит задача не только просто дети погуляли, подышали свежим воздухом, но еще они должны что-то познать, что-то узнать, да, какие-то части истории и так далее. Вот. То есть человек должен сперва познать свой вот именно малое окружение, вот то, что его окружает, и уже потом то для этого и как раз требуются экскурсии, всякие какие маленькие походы. И вот здесь мы с этой целью проводим семинар, практикум с приглашением члена Общественной палаты России, директора краевого центра, Красноярского краевого центра детского туризма и краеведения Грушевской Натальи Викторовны. Я, например, лично сам занимался альпинизмом, поэтому с 2005 года наблюдал, мониторил, скажем так, да, за Красноярским краем, потому что он мне более, они к нам ближе, большой такой же регион, и те же самые проблемы, что и у нас, расстояние и так далее, да, и поэтому, соответственно, изучал их опыт. Ну, их опыт достаточно интересен для нас, мы его хотим тоже его масштабировать, уже скажем так, не скопировать, а уже учитывая наши региональные особенности, использовать для своего развития. Петр, спасибо большое. Мы, конечно, надеемся на то, что детский туризм в нашей республике будет развиваться. Ну и, собственно, самое главное, чтобы у подрастающего поколения была возможность увидеть любимый край, полюбить его, да. Ну и, собственно... Да, элементарно активный отдых. Активный отдых. Вновь про тот самый активный отдых. Да. Спасибо большое. Ну а по народным приметам в сегодняшний день лучше не принимать подарки, чтобы чужие беды не забрать. Если же отказаться невозможно, то лучше подношение выкупить, то есть отдать в благодарность небольшую сумму. А что же сулят нам звезды на этой неделе, давайте узнаем далее. Овен. В целом вас ждет благоприятный период без лишних забот и проблем. Не стоит ожидать сюрпризов. Проведите это время спокойно и уделите максимум внимания расслаблению. В начале недели возможны крупные денежные покупки, которые порадуют всех членов семьи. Телец. У тельцов на этой неделе на рабочем месте будет царить напряженная атмосфера. Не позволяйте негативным чувствам, неприязням отравить себя. Постарайтесь выяснить, что является причиной этого. Вам также придется решить, на чьей стороне конфликта вы станете. К сожалению, вам удастся перенести проблемы на работе и в личную жизнь. Близнецы. Все, что вы начнете на этой неделе, окажет очень положительное и долгосрочное влияние на вашу жизнь. Вы будете преуспевать не только в профессиональной сфере, но и в личной жизни. И, наконец, достигнете своей цели и добьетесь успеха, которого заслуживаете. Вас ждут прекрасные дни не только на работе, но и в финансовой сфере. Рак. Эта неделя благоприятна для налаживания отношений у раков. Сейчас вам важно разобраться со старыми проблемами. Постарайтесь не задерживаться часто на работе, вы нужны своей семье. Уделите время себе и своему внешнему виду. В финансовых вопросах вы, наконец, закончите погашать долг, который был для вас обузой. Лев. Львов ждет спокойная неделя. На работе для вашего профессионального развития не будет никаких препятствий, а если они будут, вы их легко преодолеете. Звезды указывают на то, что ваше финансовое положение может улучшиться. Не ждите огромного скачка, но возможно повышение зарплаты или денежный бонус. Дева. Следующая неделя окажет сильное влияние события, которые с вами произойдут. В конце недели сделайте перерыв на работе. Вам необходимо отдохнуть. Идеальным выбором будет короткий отпуск с близкими, но надо спланировать поездку заранее. Также этот период благоприятен для работы на даче и для ремонта. Весы.
Эта неделя будет для знака Весы чрезвычайно благоприятной, особенно в рабочей сфере. Если вы сделаете все вовремя и не допустите ошибок по рассеянности, то можете рассчитывать на должную оценку со стороны начальства. Одиноким весам стоит побеспокоиться о поиске второй половинки. Сейчас очень подходящее время для этого. Скорпион. Гороскоп обещает Скорпиону много деловых встреч и различных переговоров на этой неделе. Вы поразите всех своим природным авторитетом, будете полны энергии и оригинальных идей. Этот период может оказаться очень продуктивным, если не лениться. Когда появится возможность увеличить свой доход, не упустите ее. В личной жизни наступит перерыв, но это к лучшему. Стрелец. Стрельцы, сейчас идеальное время, чтобы начать воплощать свои мечты в жизнь. Начните составление списка целей на ближайшее будущее. Вам придется нелегко противостоять искушениям, которые теперь будут присутствовать на каждом шагу. Будьте терпеливы и не отказывайтесь от новых предложений, которые вам поступают. Продемонстрировав свое мастерство и талант, вы получите долгосрочную финансовую выгоду в будущем. Козерог. Начало недели потребует от козерогов ясного ума и прямых действий. Твердо стойте на земле и будьте осторожны в финансовых вопросах. Прежде чем принять важное решение и следующий шаг, посоветуйтесь с кем-нибудь более опытным. Предложение, которое может вам поступить, может быть не совсем честное. Приготовьтесь к неприятностям в конце недели. Водолей. Энтузиазм, радость жизни и отличное настроение будут сопровождать водолеев с понедельника по воскресенье. Энергия полнолуния 25 марта очень благоприятна в рабочей сфере, а также в личностных отношениях. Вы почувствуете радость от прекрасно выполненной работы и сможете рассчитывать на успех как в учебе, так и в личной жизни. То, что раньше казалось вам проблемой, внезапно разрешится само собой. Рыбы. Постарайтесь быть более активными и напористыми. Это определенно принесет вам пользу в личной жизни. У вас появится прекрасная возможность наконец довести до конца те дела, которые вы долго откладывали. Так что не упускайте свой шанс. Встреча со старой любовью в конце недели украсит вашу жизнь старыми воспоминаниями. Гидромедцентр России опубликовал прогноз предстоящего вскрытия рек. По состоянию на середину марта 2024 года запасы воды в снежном покрове в бассейнах рек европейской части России оказались в основном выше среднемноголетних значений. А в азиатской части России весеннее половодье пройдет более спокойно, отмечает Гидромедцентр. Возможно, чуть больше, чем обычно, конечно, поднимется вода на реках Юго-Западной Сибири, Бурятии и Забайкалья, некоторых районов Якутии, отмечают гидрологи. И вот как раз-таки, говоря про половодье, да, наша река Лена абсолютно уникальна. Она единственная река, которая полностью протекает по вечной мерзлоте. По своей длине Лена третья среди рек России и девятая среди рек мира. С давних времен для якутян река Лена была кормилицей, источником чистой воды, главной дорогой, по которой шло освоение севера. В Национальном центре аудиовизуального наследия сохранились уникальные кадры фильма «Лена-река» 1950 года, в котором запечатлены новые поселения и новые города. Здравствуйте. Старые черно-белые кадры 50-х годов обладают какой-то особой магией. Сегодня такое кино считается раритетным. Своего рода это живая вечная классика. В Золотом фонде нашего центра есть настоящие сокровища. Например, кинокартина «Лена-река», снятая студией научно-популярных фильмов. Чем же интересен и уникален этот фильм сейчас современному зрителю? Во-первых, черно-белый фильм несет в себе яркую идеологическую окраску. После войны советское документальное кино пристально изучает жизнь в стране. Это период восстановления народного хозяйства СССР. Документалисты создают кинообразы всех союзных республик. Это своеобразный отчет о достижениях субъектов. А фильм «Лена-река» – это правдивое и яркое повествование о суровой природе Севера. Во-вторых, фильм «Лена-река» – это своеобразный тревел-дневник. Именно так бы сейчас назвали современным языком эту картину. Фильм начинается с кадров Байкала. На западных склонах Байкальского хребта берет начало одна из величайших рек мира – Лена. 4400 километров пробегут ее воды по востоку Сибири, и далеко за полярным кругом вольются они в холодное море Лаптевых. В верховье Лены неширокая, тихая, извивается река по таежным просторам. Здесь мы видим поселок Качуга,
Отсюда начинается судоходство по Лене, Великая Ленская водная магистраль. В самые отдаленные районы Восточной Сибири, Якутии и Крайнего Севера направляются эти многочисленные грузы. Протекает Лена через страну гористую, покрытую дремучими лесами, а по берегам протянулась тайга, богатая зверем и птицей. Таким почти сказочным эпистолярным языком описывали Лену старинные русские путешественники. Особый шарм фильма придает музыкальное сопровождение картины. А это один из старейших городов на Лене – Киренск. Еще в начале 17 века здесь проходили первые русские землепроходцы и мореходы – Хабаров, Дежнев, Атласов и Беринг. А это Алекнинск – центр богатого земледельческого района Якутской автономной республики. На этих кадрах Якутии предстает не как суровый край, где 60-градусные морозы и зима длится 8 месяцев, а динамично развивающийся регион, где колхозники республики вместе с учеными выращивали урожай пшеницы, ячменя и ржи. Новейшая техника – сельхозбригады. Фильм демонстрировал только лучшие высокие показатели. А заканчивается фильм нашим якутским брендом. Ленские столбы. Веками создавали их искусные зодчие. Мороз и солнце, вода и ветер. Во время показа этого фильма зрители путешествовали по реке Лена, наслаждаясь красотой якутской природы. Фильм «Река Лена» отличается правдивостью, эмоциональной выразительностью. В этом большая заслуга съемочной бригады, которые отсняли для нас такие исторические кадры. Данный фильм был снят как учебный и остается в истории киносъемок о Якутии как имеющий краеведческую ценность, эстетически созданный материал. Это была рубрика «История в кадрах». Изучайте историю вместе с нами. Это интересно. Ну а сейчас мы вновь передаем слово нашим коллегам из новостного отдела. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Путин подписал закон о вычетах по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан. Налоговые вычеты в сумме уплаченных пенсионных, сберегательных взносов и внесенных на счет денежных средств будут предоставляться в совокупности в пределах 400 тысяч рублей в год. Причем эти вычеты можно будет получить на определенных условиях. Например, договор долгосрочных сбережений должен действовать не менее 10 лет. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, положение о штрафах через месяц после этого, а нормы об обязанности НПФ предоставлять информацию налоговикам по соответствующим договорам с 1 января 2025 года. Китай наращивает добычу нефти. Об этом свидетельствуют данные за январь-февраль, опубликованные Государственным статистическим управлением Китая. Объем производства нефти за указанный период составил 35 миллионов тонн, увеличившись на 2,9% в годовом исчислении. Также рос импорт нефти. Китай импортировал 88 миллионов тонн этого топлива, что на 5,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Правительство Китая заявило об уверенности в стабильности и уверенном росте экономики. Правительство Китая не сомневается в перспективах устойчивого роста экономики страны. Будучи второй по величине экономики в мире, экономика Китая сформировала стабильные основы с высокой устойчивостью, большим потенциалом и достаточной жизнеспособностью в своем долгосрочном развитии. Китай с населением почти 1,5 миллиарда человек располагает сверхкрупным внутренним рынком. «Газпром» подал в российский суд иск австрийской ОМВ о возмещении вреда. Иск категории возмещения вреда внедоговорного подан 22 марта. Других подробностей в картотеке пока не приводится. ОМВ является многолетним импортером российского газа, а также участником совместного с «Газпромом» и германской «Винтершалде» совместного предприятия по разработке южно-русского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе «Севернефтегазпром».
Ракета-носитель «Союз-2-1А» с транспортируемым пилотируемым кораблем «Союз МС-25» стартовала в субботу с космодрома Байконур. Ракета стартовала в 15:36 по Москве с 31-й площадки космодрома. На борту корабля космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, представительница Беларуси Марина Василевская и астронавт НАСА Трейси Дайсон. Полет корабля пройдет по двухсуточной схеме сближения и займет 50 часов 34 минуты. По пути к станции корабль совершит 34 витка вокруг Земли. По данным Роскосмоса, корабль пробудет на орбите 184 суток. Нештатная ситуация произошла именно из-за нештатной работы химического источника тока. Для обывателя будет понятно. Все, наверное, сталкивались с тем, когда у автомобиля закипает аккумулятор. Это нечто такое. Из-за неправильной работы реле терморегулятора произошла эта досадная ошибка. Исправление произошло штатно. Были проверены все электрические цепи, которые были задействованы в работе химического источника тока. Мы абсолютно точно были уверены в исправности ракеты-носителя. Государственная комиссия в 18 часов заслушала доклады всех служб, которые участвовали в подготовке корабля, и приняла однозначное решение о пуске, который удачно и завершился. Французская компания Danone получила разрешение для продажи своего бизнеса в РФ. Ущерб от сделки компания оценила в 1,2 миллиарда евро. Процесс передачи этого бизнеса был запущен в октябре 2022 года. Как сообщалось ранее, 13 марта Владимир Путин подписал указ, отменяющий передачу под временное управление Росимуществу акционерные общества Danone Россия и Danone Trade. Завершение этой сделки ожидается в ближайшие недели. Движение для всех видов автотранспорта с общим весом до 30 тонн по зимнику Эджиген восстановлено. Движение восстановили с 24 марта в связи с обеспечением безопасного и беспрепятственного проезда по приказу Управления автодорог Республики. Напомним, проезд был временно закрыт с 20 марта на зимнике Вилюйск-Жиганской ледовой переправе через реку Вилюй на 3-м километре автомобильной дороги Эджиген с ухудшением погодных условий в Вилюйском и Жиганском районах. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами. Неделя студенческой науки прошла в Северо-Восточном федеральном университете. Олимпиады, научно-практические конференции, конкурсы, семинары, мастер-классы, выставки и другие события прошли буквально недавно. Чтобы узнать, как все происходило, мы пригласили начальника отдела развития молодежной науки Департамента науки и инноваций Северо-Восточного федерального университета Нюргуяну Григорьеву и студента первого курса биологического отделения, председателя студенческого научного общества Института естественных наук Сергея Иванова. Доброе утро. Доброе утро. Да, Нюргяна, ну вот какие мероприятия, в принципе, в неделе молодежной науки проводились? И как вообще давно началась эта традиция, такие декады проводить в университете? Вообще традиция берет начало свое с 90-х годов. Неделя студнауки проводится ежегодно. В данную неделю проводятся различные мероприятия, как вот уже было сказано, да, научные мероприятия, это конференции, конкурсы научно-исследовательских работ, семинары, да, научно-методические, то есть лекции, семинары, встречи с ведущими учеными и интерактивные мероприятия, в том числе это научно-популярные квесты, квизы, викторины и прочие конкурсы. Ну и в том числе вот биохакатон. Ну вот мы плавно перешли, да, к одному из интереснейших событий, да, Сергей. Вообще немножечко расскажи про студенческое научное общество, да, председателем которого ты являешься, да, что это за сообщество людей, да, сколько вас человек и, собственно, какие интересные научные темы сегодня вам интересны, ребята? Наше студенческое научное общество Института естественных наук является одним из лидеров в нашем университете. У нас более 30 человек, это хорошая цифра для университета. И мы занимаемся в основном организацией мероприятий для наших студентов, такие как хакатоны, квесты, научные семинары, лекции для студентов. И в основном наши члены занимаются исследованиями в области нефтехимии, молекулярной биологии, занимаются разработками новых материалов для севера и медицины, занимаются также биотехнологиями растениями и генетикой. Ну, вот говоря как раз про хакатон, да,
интересный такой, да, биохакатон, недавно вот его провели. Что это такое, какие кейсы были представлены? И меня интересует еще такой вопрос, да, он межвузовский, то есть не только студенты Северо-Восточного федерального университета, возможно, не только студенты из Якутска принимали участие. Да. Наш хакатон, он проходил 3 дня. Ну, к сожалению, из-за событий 22 марта нам пришлось перенести финал нашего конкурса. И участники у нас были, конечно же, из нашего университета родного, из АГТУ, АГИКИ и Черчиллского государственного института физической культуры и спорта. За первые дни хакатона наши участники решали кейсы в области косметики, медицины, биоразложения полистирола, создавали кофе из шиповника и создавали новый метод, который позволял выявлять трещины в бетоне и восстанавливать их с помощью бактерий. Очень интересная тема, да. аж так мы Кофе не- шиповника и вот восстановление при помощи бактерий, ну, как бы, это уже зона строительства. И вот. Да. Миргана Сергеевна, а вот для ребят, во-первых, ну, такие мероприятия, насколько важны, да, какой вот практический опыт они получают, ну и, собственно, в дальнейшем, да, эти ребята вовлекаются в какой-то такой крупный научно-исследовательский проект и деятельность, может быть, как-то начинает работать, поддержку от вас чувствуют хорошую и, собственно, свой проект потом могут реализовать в жизнь. Да, конечно. Ребята участвуют в различных вот конференциях, как уже было сказано, да, и вообще у нас в университете такой системный подход вовлечения ребят в науку. Уже с начала учебного года ежегодно мы проводим кластер мероприятий под названием «Введение в курс молодого исследователя». То есть это уже мероприятие конкретно для первых курсов студентов, да. В рамках мероприятия проводятся именно научно-методические мероприятия, чтобы привлечь студентов заниматься наукой, как писать научные статьи, как делать презентации, да, на что нужно обратить внимание, как вообще выбрать научную работу. Да. И немаловажным в данном кластере мероприятий является ярмарка студенческих научных кружков. У нас в университете более 250 студенческих научных кружков. Они есть как и в учебных подразделениях, так и в филиалах нашего университета. И на данной ярмарке студенты записываются в кружки. То есть уже непосредственно они занимаются научными исследованиями. Да? Практика, да? Да, практика. И самым таким интересным еще у нас мероприятием является после вот введения в курс молодого исследователя, да, школа студенческого научного общества. Мы ее уже проводим, 2 года провели. В этом году, надеюсь, будем проводить 3-й раз. И в прошлом году, благодаря ребятам, да, вот нашим активистам, мы провели школу именно для вузов республики. То есть к нам приехали ребята из других вузов, АГТУ, вот, АГИКИ, ЧЕВКИС, да. И в течение 3 дней особенность школы заключается в том, что она выездная. Да, они живут 3 дня и учатся в одном месте в полном погружении. Вот именно. Обмениваются научным опытом, так сказать. Знакомятся, да, и для них проводятся интересные мероприятия, это встречи с учеными, методические лекции, мастер-классы и проектные сессии. Вот. Вот, безусловно, несмотря на то, что с первых дней, да, вы уже начинаете введение какое-то в науку, ну, в любом случае, это все-таки призвание, которое человека зовет. То есть это история по желанию, скажем так. Сколько сегодня вообще, в принципе, студентов с Северо-Восточного федерального университета вовлечены в науку? Ну, если так грубо говорить, да, то более 6000 студентов занимаются научно-исследовательскими работами, да. Магистранты у нас пишут НИР, обязательно это требование, да. Ну и ребята вообще сами, кто вовлечен вот в науку, да, занимаются в кружках, занимаются успешно, они, естественно, участвуют, и это ведь дает им как бы такие гибкие навыки, да, и они уже участвуют со своими научными статьями, со своим научным заделом, они могут участвовать в различных грантах, в различных конкурсах, да, это вот именно нужно для того, чтобы тоже какой-то вот для себя они выгоду имеют, да. Мотивация такая, да, именно на повышенную государственную академическую стипендию они рассчитывают, да, вот именно с такими успехами своими, с достижениями. Сергей, ну вопрос к тебе. Сегодня, возможно, вот тебя увидят твои
так сказать, друзья, возможно, да, твои однокурсники, которые еще не вовлечены в научную деятельность, да, ну или вообще просто вот наши зрители, да. Что бы ты сказал, вот почему стоит заниматься наукой? Молодежи. Вот молодежи именно, простым языком. Вот почему? Ну, я бы сказал, потому что, во-первых, наука — это очень интересно. Наука развивает в молодых людях их новые навыки, расширяет горизонты их знаний, умений, открывает для них новое и позволяет им создавать новые решения, технологии, инновации для нашей Якутии и для нашего будущего в целом. Вот так кратко. Но Кратко так. все равно все сводится к тому, что делаешь пользу для человечества. Вот это, наверное, самое главное. Спасибо большое, Нюргена Сергеевна. Спасибо, Сергей. Мы желаем вам, наверное, конечно, каких-то вот больше благодарных учеников, воспитанников, да, ну а тебе больше идей и единомышленников, дабы вот эта плодотворная работа принесла не только удовольствие, но еще и знаешь, такой результат. Результат во благо нашей республики, как ты и сказал. Спасибо. Вот, ну а мы на этом, дорогие телезрители, с вами прощаемся. Завтра в это же время, в этой же студии вновь будем встречать день наступивший. Ну а на сегодня желаем просто, чтобы день прошел хорошо и все у вас получилось, все, что вы запланируете. До новых встреч. Доброго утра.